Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Здравствуйте. С вами снова я, Асан Арцуев, канал Реалити. Сегодня 29 июня 2020 года. Сегодня мы обсудим очень много интересных и разных тем. Приветствую, друзья. Привет. Так, давайте для начала проверим состояние звука и изображения картинки. Так. Адам Грузинский. Ассаламу алейкум, Асан Авежери. Ва алейкум салам, Адам Ашуэль. Так, Сергей Тамах. О, Сергей, все окей, отлично, все хорошо тогда. Приветствую, Сергей. Так, ну что, подождем, пока все соберутся. Руслан Абудов на месте. Ассаламу алейкум, говорит Руслан. Ва алейкум ассалам. Салам, Сергей, салам, витаю. Так. Так. Ну все, отлично. Лон Вольф. Ассаламу алейкум из Аляски. Ва алейкум салам. Аляска. Как же далеко вас занесло. Так, Фриман антипутинизм на месте. Приветствую всех антипутинистов и антиимперцев. Приветствую, Фриман. Приветствую также всех антипутинистов и антиимперцев. Марат, салам. Салам, Марат, мне не писать. Говорит, бюстик хил васера. Далуизель. Не будем тебе писать, просто скажем далуизель. Хо сагола. И я так по нику не определил, конечно, кто. Так. Алекс. Олекс. Ассаламу алейкум. Поддержку. Все будет Ичкерия. Ва алейкум салам. Иншаллах, все будет Ичкерия. Владимир Рабинович, всем салам, витаю, шалом, отличный сегодня вечер. Салам, Владимир, приветствую тебя, да, отличный, надеюсь, отличный сегодня вечер. Заира, Маш Воль, Аслам, Машал Хиль Заир. Может, да, Ибн, салам алейкум, алейкум салам, Эд Мамедов на месте, салам, Аслам, салам. Короче говоря, все, почти все на месте, модеров только не видно. Так, и не говори, Аслан, говорит. Эд Мамедов, я салам, поздоровался. Так, что у нас говорит с Аляски человек? Лон Вольф. И не говори, Аслан, какие края пришлось бежать ради счастья. Понятно. Ну да, не близко, не близко. Клондайк, по-моему, там на Аляске находился, да? Ну что там с Клондайком? Нашел ты Лон Вольф? Ну, судя, если у тебя в названии имени Вольф, волк стоит, значит, скорее всего, ты чеченец. Ибрагим X. Салам алейкум, рэпер. Ва алейкум салам. Ну, я не рэпер, я только делаю первые шаги. Так, Сергей Давидовский, витаю, Киев витает. Витаю, Киев. Тимирхан Мирзаев, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Тимирхан. Руслан Абудов, скажите, услышим ли мы сегодня из ваших уст сегодня хорошие вести? Да, сегодня вы услышите от меня, как обычно, хорошие вести. Да, ула. Так. Киев, вот посмотрите, у нас Израиль, США, даже Аляска, Украина, Беларусь, ну, Америка, очень много у нас американцев, зрителей, Литва, Латвия у нас, по-моему, даже Эстония была. Нас объединяет очень разных национальностей людей, разных религиозных, политических и других взглядов людей объединяет канал Реалити. Вы знаете, на России мой канал запрещен. И чему безмерно рад. Когда я открыл этот канал, когда я вышел в эфир, начал сперва в чат рулетки снимать свои общения с разными людьми с России,
Мне мой зритель, мой друг написал: Аслан, а ты знаешь, из Израиля, между прочим, написал: Аслан, ты знаешь, что твой канал тогда, только когда мы открылись, тогда только начал я вещать в эфире, мне с Израиля человек сказал: Аслан, я тут прочитал, он, видимо, смотрел, кто я, что я, и узнал, что есть такой сайт, где можно узнать все об адвокатах России. Ну, там, я принадлежал к Московской палате адвокатов. Он сказал: Аслан, тебя лишили статуса адвоката, ты знаешь? Это было, буквально месяц после того, как я начал вести свои общения в чат-рулетке. Недавно же мой канал запретили уже на территории России по решению фашистской, террористической, бандитской организации Роскомнадзор России. Чему я абсолютно, стопроцентно, безмерно рад. Но есть проблема небольшая. Мой канал не вещает, и сейчас идет. Все это время была атака. Списывались подписчики, убирались лайки, убирались просмотры, убирались комментарии. Много людей на меня, мне высказывали претензии, почему ты уделяешь комментарии. И у меня несколько модераторов, да, так же как у меня там на другом канале Леон Хилл, который у меня был, тоже были люди, которыми мы вместе делали ролики, кто-то делал отдельно, закладывал, кто-то писал там, убирал комментарии, модерировал. И у меня на этом канале тоже есть модераторы. Я им сказал: ребята, почему вы удаляете комментарии, господа хорошие? Они говорят: мы не удаляем, мы удаляем только явные оскорбления, мат там и так далее. И это правда, но не удаляем мы ничьи комментарии. Но если вы пишете комментарии к видео, то когда много комментариев, много лайков, даже дизлайков, ваше видео растет в YouTube, да, там специальные алгоритмы, которые там продвигают видео вверх. И поэтому нас лишили такой возможности, пытались по максимуму лишить возможности. Атака на мой канал не прекратилась. Нужно отбить мою охоту, чтобы мне уже неохота было заниматься этим каналом, остановилось как бы развитие канала и так далее, и так далее. Но ничего не поделаешь. Как говорится, на войне как на войне. Алигер ком алигер, как говорится. На войне как на войне. И поэтому вот у нас вот такая ситуация. Но есть одно решение проблемы. И я вам сейчас его расскажу. Как можно на территории фашистской, ГБшной России воспользоваться, сделать так, чтобы можно было посмотреть мой канал. Например, у вас есть, вот вы заходите в YouTube, да? Вы зашли в YouTube и увидели, вот такую вот свою эту картинку. На этой картинке в правом верхнем углу изображено, вот вы не видите, вот, подождите, мне бы сейчас поймать этот, вот здесь, вот с края, вот здесь в правом углу, такой кружочек, видите, да? Нажимаете на этот кружочек. Смотрите, нажимаете на этот кружочек. Когда вы нажимаете на этот кружочек, сейчас, постараюсь. Не видно здесь, да, этот свет отражает. Сейчас, подождите, я выключу свет. Может станет... Нет, не видно. Вот так, вот так. Вот как обычно. Вот видите, да? Здесь написано мой канал. Это вы находите, заходите в настройки. Вот мой канал, творческая студия YouTube, время просмотра и так далее, и так далее. Так вот, вы уходите в самый низ. Самый низ, где написано настройки. Так. Видите, да? Сейчас опять выключится. Вот так. Вот вы находите, вот видите, внизу настройки. Где написано над справки отзыв. Нажимаете настройки. У вас
открывается вот такая вот, когда вы нажимаете, заходите в настройки, у вас открывается вот такая страничка. Видите? Уведомления, счета, платеж, платные подписки. И заходите в общее. И вот здесь, почти в самом низу, ну почему так плохо отображается, надо будет отдельно, наверное, ролик снять. Вот видите, местоположение. Видите? Нажимаете местоположение, и появляются разные страны. Видите? И там выбираете, например, Соединенные Штаты Америки. Любую другую страну, кроме фашистской России. Нажимаете, выбираете. Все, никаких больше проблем у вас с просмотром не будет. Вам достаточно просто изменить страну, где вы находитесь. И после этого можете спокойно смотреть мой канал. Именно поэтому не прекращается атака на мой канал и не будет прекращаться до тех пор, пока мы существуем, мы их кровные враги. Чему мы безмерно рады, чему безмерно горды, скажем так. Так, давайте сейчас перейдем к вашим еще вопросам, вашим комментариям, и потом я вам расскажу немного интересной темы. Немного, разные будут сегодня темы, которые я вам сегодня расскажу. Так, пойдемте дальше. Сергей Демидовский, Киев, витаю. Территория Март. Русский оккупант должен покинуть территорию ЧРИ. Так, Киев, витаю. Так, Мансур Абрек, ассаламу алейкум, Аслан. Слушал Саид Амина Ибрагимова. Ва алейкум ассалам, Мансур Абрек. Не только слушал, я выкладывал его видео у себя на канале. Мы сделали это видео, и я выложил его. Где вот голосовым сообщением сообщает про то, что его обвиняют. Сразу же скажу, это абсолютная ложь, которая наговаривается на Саида Амина Ибрагимова. И так продолжается очень долгое время. Помните Амину Акуеву, которая погибла в Украине, которая была патриоткой Чеченской Республики Ичкерия, патриоткой Украины, которая погибла от пули русского снайпера, с автомата, и стрельнули в нее. Так вот, вы не представляете, или может вы слышали, видели, сколько лжи и грязи на нее вылилось. Это просто был поток лжи. Там и была такая Елена, какая-то там, на Фейсбуке она есть, очень активная, там ГБшница, такая подлая тетка, которая очень сильно оскорбляла Амину. Также происходило со всеми. Я помню, как на Ахмеда Закаева выливалось тонны грязи, и так далее, и так далее. И я даже повелся, я повелся, как и все, повелся на ту ложь, которая была против Ахмеда Закаева. Теперь же эту грязь начали лить на Саида Амина Ибрагимова. Говорят очень много грязи, лжи абсолютной, стопроцентной. Саид Амин очень спокойно относится к этой грязи, этой лжи, понимает, что это будет. Он 30 лет занимается защитой наших прав, чеченцев, людей в принципе. Конечно же, ему это неприятно. Как только он заговорил о том, чтобы открыть дом права, или дворец права, или центр права, который должен быть в Страсбурге, для этого я под этим видео в своем сообществе выложу обязательно реквизиты Саида Амина. И будет для сбора средств, для того, чтобы люди могли вложить свою лепту в развитие наших принципов, для защиты наших прав.
много грязи, много лжи сейчас и будет еще больше, поэтому не поддавайтесь на провокации. Не скромно, конечно, говорить, как обычно, про себя, но про меня тоже очень много лжи и грязи льется. Абсолютно выхватываются из контекста разные мои слова, обвиняюсь я в разных там, нарушениях принципов морали, норм. Меня обзывают атеистом, все, что можно сделать для дискредитации меня, делается. И в какой-то степени им удается. Но я новый человек в этом деле. Я как бы только сейчас занялся. И, конечно же, я могу быть плохим человеком, не таким честным, как я о себе говорю. Все что угодно может быть связано со мной. Сайд Амин абсолютно предан делу, чист, ничем никогда не замаран. И говорится также на Рубате, на других всех, кто появляется, много говорится вещей. Например, я совершенно случайно оказался в клипе Аше, есть такой немецкий рэпер чеченского происхождения. И тут начали на меня там, как будто какие-то там святые люди, которые ходят по воде и так далее. Ой, да он снялся в клипе, там секунды нет, где я мелькаю просто. Это вся моя роль в этом клипе. Совершенно святые люди, оказывается. Совершенно святые люди. Как так оказывается? Они вообще... Как живут в этом мире, в этом грешном мире, оказывается. И очень много сейчас помоев выливается и на нас всех. Это будет, и очень сложно будет устоять, вас кидают грязь, и здесь остаться чистым, незапятнанным будет очень сложно. Но я знал, куда я лезу, какой у меня враг. Это все делают русские. Есть один такой из Баштмашу организации. Этот человек с казаками дружил там. Дудаева обзывал там у себя, когда он находился во временно оккупированном Джахаре. Рассказывал, как они там обзывали Дудаева. Врал человек. Такой полуправду там рассказывал, Сейчас живет во Франции, где-то, по-моему, в Париже или под Парижем. Мерзавец вообще, самый последний. Он меня очень сильно оскорблял, но он оскорбляет всех, Закаева и так далее. И я ему сказал, приезжай, все, что ты думаешь обо мне. И сейчас тебе говорю, эй, мерзавец, приезжай. И вот здесь в Германии брат этого сказочного блогера живет. Вы втроем приезжайте, клянусь Аллахом, я один к вам выйду. Клянусь Аллахом, приезжайте втроем, я один выйду к вам. Никто не узнает, что я втроем. Все три приезжайте. Давайте решим тогда вопрос. Вы три, я один. И встретимся и поговорим. Давай решим вопрос между нами. Вы не приедете, ни сказочный не приедет, ни его брат, который здесь в Германии живет, не приедет, ни этот из Баштмашу не приедет. Потому что они не хотят решать вопрос и поставить точку. Они хотят нам мешать. Мешать нам бороться за наши права. Но ни они, ни вся Россия, ни из крысы, из бункера, это крыса, Путин, никогда нам не помешают. И на наши места придут другие, если нас не станет. И нам глубоко плевать, что вы будете говорить и делать. Если вы так сильно настаиваете, что вы являетесь какими-то носителями какой-то чистой, чеченской, исламской и любой другой там идеи, давайте приедем и расскажете, какой я плохой. Я сделал предложение, давайте, обязательно сказочный, шведский сказочный блогер, обязательно ты должен быть в этой группе, потому что ты мне тут рассказывал, мне вчера буквально показали, что сказочный блогер рассказывает, что он знает, где я живу. Конечно, знает. Сказочному блогеру я лично отправлял свой адрес ранее, в котором я проживал, с тем для того, чтобы дал он мне доверенность для его защиты.
Ну, сказочный об этом вам не скажет. И также его брат. Это все работники российских спецслужб. Я утверждаю, и у меня есть на это основание. Сейчас идет очень массированная атака на Саид Амин. Она была и ранее, буквально пару месяцев, нет, уже где-то полгода. Это было где-то, нет, месяцев 4 назад. В феврале, в январе на Саид Амина началась массированная атака со всех сторон. Начали просто оскорблять. Те слова, которые невозможно просто так сказать. Да? Если ты хочешь такие слова сказать, у нас, у чеченцев, да, у русских, например, это не так сильно, это кажется. У нас это кажется очень серьезно. И если ты хочешь сказать, если ты такие слова хочешь применить к человеку, то, как минимум, ты желаешь уничтожения этого человека. Тогда приедь, зачем говорить? Зачем говорить? Приедьте, вот 3 человека, не нужно мне заступников этого сказочного шведского блогера, не нужно мне, я обманутый, да, молодежь и так далее. Нет, вы мне не интересны. Вы, если вы повелись на разговор, вы полные сумасшедшие люди. Вы мне не интересны. Мне интересен сказочный, его брат и вот этот из Бартмашо. Вот этот, который мне тогда в январе, феврале писал, голосовые присылал. Вот 3 человека. Хавулиш ко. Валлаху цашун дахал. Хавулиш ко. Бог пашу. Ко иул. Я с вами 3 за раз точку поставлю. Раз и навсегда. Давайте. Я в городе Гамбург. Мой телефон у всех есть. Инстаграм есть. Фейсбук есть. Ютуб есть. Давайте. Я это и раньше им говорил, они не приезжают. Это только болтать могут они, оскорблять. Если так оскорбляют Саид Амина, других людей, Рубати, женщину оскорбляют очень сильно. Правда, Рубати тоже в долгу не остается и так далее. Поэтому, давайте поставим точку. Раз так сложилось, что поделаешь. Будем ставить точку. То же самое касается тех, кто обращается к Саид Амин. Это тоже анонимы. Этих 3 я знаю, про которые вот сейчас тут пишут, говорят. Также касается тех, кто оскорбляет Саид Амина. Саид Амин мой учитель. Мы с ним много о чем говорили, много чего нового я для себя узнал, много узнаю и даст Бог еще много чего узнаю. Все, кто оскорбляет Саид Амина, у кого есть претензии к Саид Амину, вот с этими 3 лицами, персонажами, пожалуйста, телефон мой есть, давайте ко мне. Я такой-то, такой-то, и я считаю, что Саид Амин такой-то, такой-то. Все. Город Гамбург, Аслан Арцуев. Хадыль. Давайте приедем, скажем. Как хотите вы решим. Хотите, нормально решим. По суду решим. По-человечески решим, по исламу решим, как вы хотите. И эти 3 персонажей, и тот, кто на Саид Амина говорит, все, давайте приезжайте, будем разговаривать. А так, оскорбить вы можете только нас в лицо. Остальное фуфло. Самое настоящее фуфло. Поэтому не будьте фуфлыжниками, отвечайте за свои слова, давайте приезжайте и давайте, скажите. А так распространять ересь, ложь, обман, каждый дурак может. Поэтому на Саид Амина продолжается атака, будет продолжаться и на Саид Амина, и на всех, кто здесь начинает вести какую-нибудь публичную деятельность и разоблачать фашистский русский оккупационный режим во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Господа, у вас ничего не получится, вы только сотрясаете воздух. Если мы за вас возьмемся, на полном серьезе за вас возьмемся, вы пулей вылетите или сядете в тюрьму, или вылетите из этого Евросоюза. Просто не хочется о вас марать руки, ноги, бумагу,
катая заявление. Но другого выбора, если не будет, то мы, конечно, будем применять все меры. И надо заняться, как мне уже известно, дерадикализацией чеченской молодежи, которую Удуговщина, да, Кавказ-центр, это стопроцентно Удуговщина. Удуговщина попыталась, Удугов Мовлади такой был, один из самых истоков нашей государственности стоял. Русские СМИ его очень рекламировали, что вот он один победил всю информационную там машину России, там и так далее, и так далее. Это тоже неправда. Но какой-то вклад он нес, сделал себе какое-то имя, и сейчас, и после этого он был одним из тех, кто начал поход на Дагестан, так называемый, подбил. И объявил всем комбайнам войну в 21 веке и всем кафирам заодно. Да? Вместо того, чтобы строить комбайны, мы нападем первыми на кафиров в 21 веке, сказал Мовлади Удугов, и быстро уехал за границу, отправив всех ребят воевать на войну. Поэтому не поддавайтесь на провокации, не слушайте и не читайте Кавказ-центр, не слушайте разную Удуговщину. Они попытались уничтожить нашу государственность, сперва создав Имарат Кавказ, потом переправив наших бойцов, наших защитников, уже которые были под флагом Имарата Кавказ, переправить в Сирию. И потом уже объявили там исламское государство, там и так далее, и так далее, и так далее. Что делало исламское государство? Так называемое, никакое не исламское государство, как что они творили с людьми, какой жестокий геноцид устраивали над людьми, мы все видели. И была дискредитация всего ислама маленькой группой мерзавцев и отщепенцев. Поэтому не слушайте никакую удуговщину. Сейчас начинается лить в грязь на Закаева, что он там где-то как-то не поддержал в Дижоне чеченцев, которые были. И причем это делают какие-то анонимы. Да? И сейчас будет полная дискредитация всех нас. Попытка полной дискредитации. У них, конечно, ничего не получится. И что бы они ни делали, они нас остановить не могут. И никогда не смогут. Потому что мы боремся за правое дело. Мы боремся за права самого угнетенного на сегодняшний день народа чеченского. Ну и не только прав чеченцев. Потом, защищая права других, вы защищаете свои права. Давайте перейдем к вашим вопросам. И я вам покажу, пока я вспомнил, я бы хотел вам показать ролик радиомаршу, который сообщает нам, что в городе Днепре названо на чеченском языке этот ролик в честь Амины Акуевой будет открыта улица в Днепре в честь Амины Акуевой. Да, лазот обал дуэльцин. В среду об этом сообщила администрация Днепра, города Днепра. Это удалось сделать благодаря тому, что волонтеры и бойцы, защитники Украины попросили об этом. И вот такая хорошая новость. Амина Акуева, в честь нее будет названа улица. И все будет, да, все будет сделано, как они планируют. Будет открыта в честь нее улица. И не только, я надеюсь, это произойдет в Днепре. Да, лазут по балдуэль Амини Массудовой Дакеламбул, Энчи и Жерши, Алдекал Бойлиш. Так, давайте перейдем к вашим вопросам и обсудим дальше насущие проблемы. Так, Чинхо появился. Так, несущий мир появился. Так, начнем от несущего мира. Ассаламу алейкум, Асан. Хаджим явись насу. Алейкум салам. Хумада. Ца проблема. Ничего, что опоздал. Чинхо.
Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Руслан Абудов. О Аллах, объедини всех чеченцев. Я не про кадыровцев. Несмотря на взгляды, воистину для меня лично это будет счастливый день. Амин, я тебе скажу, Руслан. Амин. Аллах, объедини всех чеченцев. Убери из нас грязь. Убери из нас лицемеров. И убери из нас неискренних, нечестных, непорядочных людей. Аллах, прошу тебя, помоги нам. Так, уничтожь Россию и всех, кто прислуживает ее имперским ее аппетитам. О Аллах, помоги нам. Несущий мир, салам машал, души гвоздили алейкум, дейли салам машал. Маждада Ибн, я вообще забыл про Кавказ-центр. Маждада, может быть ты и забыл, но сейчас Удуговщина начинает с новой силой нас атаковать. Вот вы увидите, будут появляться YouTube-каналы, будет появляться новая атака, видимо будет вливание денег против нашего правительства, против нас. И мы увидим много чего интересного от Удуговщины. А Удуговщина это не на руку, если они хотели уничтожить. Попытались, они практически уничтожили нашу государственность, если не благодаря Ахмеду Закаеву, Сайдамину Ибрагимову, Хусейну Исханову и многим товарищам, которые рядом стоят. Я всех их называть не буду, но я их практически всех знаю, со всеми общаюсь. Вот эти люди спасли нашу государственность. И дел рейс хушун массарна аляксун, кто приложил к этому хоть маленькую долю усилий для того, чтобы спасти. Я был тогда обманут, и я не читал вас, не слышал вас, я был в плену пропаганды. Теперь я искупаю свою вину. Да, Аллах. Но я был рядовым гражданином, я нигде никогда ничего, никаких решений не принимал. Я был рядовым гражданином, поэтому на мне ответственность очень маленькая. Это мое смягчающее обстоятельство. Так, Роза Икачева, спасибо за эфир. Спасибо, Роза, что зашли. Как найти? Варвары, говорит. Так, Алены давно не было. Алена Павленко, витаю, Алена, приветствую тебя. Маждада, удуговский исламский порядок был проект ФСБ. И я теперь в этом нисколько не сомневаюсь. Я нисколько не сомневаюсь, что удуговский исламский порядок сейчас используется против Закаева. Как найти? Закаев про дижонские события сказал все правильно. Абсолютно все правильно сказал. Вырвали из контекста и сейчас распространяют информацию, что Закаев обвинил тех, кто принял участие, какими-то там, не помню, варварами или дикарями, там, как-то сказал, говорят. Он сказал, мы же не дикари, мы же должны себя вести правильно. Я с первой минуты, как только начал, как раз это было у меня в эфире, я как только узнал, как мы начали это обсуждать, я так и сказал. Мы цивилизованные люди, чеченцы, и 10 вооруженных или 20 даже вооруженных людей не сделают то, что сделает один юрист. 100 вооруженных людей, абсолютно 100% вооруженных здесь в Европе группа, не сделает то, что сделает один юрист. Понимаете? Но эти 100 могут нас дискредитировать. Да, ну, конечно, юрист может нас дискредитировать, но хороший юрист много чего может сделать. Поэтому юрист, журналист и так далее. Поэтому, господа, как мне тут обычно часто пишут, знание машо, то есть знание свобода, значит. Давайте получать знания и вести себя в соответствии в рамках законов в странах, где мы проживаем. Мы же обещали, мы же мусульмане, мы же чеченцы. Кто как мусульмане, кто как чеченцы должен соблюдать договор, который вы заключаете. Кто как чеченцы должен держать слово, которое вы даете. Мы же этим гордимся. Мы одним своим словом табун лошадей друг другу когда-то там отдавали, получали под одно слово. Слово, даже без бумаг каких-либо. Слово для нас имеет значение очень большое. Поэтому
нам нужно всячески быть по закону. Дали слово, договорились соблюдать их законы. Да, мы же подписываем договор, что вот мы приехали сюда и будем соблюдать. Все, мы соблюдаем безоговорочно. Мы не построим государство, если мы не будем соблюдать закон. Никаких других вещей, кроме закона, превыше всего не бывает. Кстати говоря, по поводу шариата. Шариат — это путь, это образ действий, значит. Мы за шариат, мы за образ действий и за путь. Путь в рамках закона, в рамках, который установит наш народ, объединившись и сделает для нас законодательную базу. Нашими представителями, нашими депутатами, которые мы выберем себе депутатов, они примут законы, и эти законы мы будем соблюдать. И мы должны это делать сейчас и всегда, навсегда. По-другому быть не может. Там нету, как говорится, брат, сват, есть закон. И этот закон мы должны соблюдать. Во Франции мы находимся, соблюдаем во Франции. В Германии мы находимся, соблюдаем в Германии. Мы должны научиться уважать закон. И соблюдать свое слово, данное им, подписав, как положено, в соответствии с законами страны, куда мы приехали. И никого Закаев не называл дикарями, еще кем-то и так далее. Он сказал, что не надо так себя вести. Я абсолютно согласен, что так должно быть. Мы должны соблюдать. То же самое в более мягкой форме, в дипломатичной форме говорил Сайд Амин Ибрагимов. Мы должны соблюдать закон. И мы не можем здесь устраивать какие-то... Это не Россия. В России, пожалуйста. Россия — оккупационная страна. Где вы можете, делайте, что вы можете. Для меня лично никаких российских законов не существует. Никаких. Пока моя страна оккупирована, они то, что они творят. И с их системой, даже если вот эта коррупционная, вот эта квазизаконная правовая система в России, если бы она работала бы, даже если она не работала, я бы ее уважал бы, если бы эта страна не была бы нам вражеской. Но там нет никаких прав, никаких законов, и эта страна оккупант. Она убийца нас, 300 тысяч наших граждан Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому никто, вернее все, кто пожелает, имеет право не соблюдать российское законодательство. Потому что его не соблюдают ни они сами, и мы этого не должны делать. Даже если бы они соблюдали, это вражеская страна. Это другой разговор, Россия. Здесь все меняется. В Германии мы ходим по закону. Светофор красный — стоим. Зеленый — пошли. Ничего, соблюдают немцы, соблюдаю я. Все так должны делать. Никто так не должен делать. Все. Это даже не обсуждается. Никто. Соблюдает немец закон. Это он свою страну построил. И он соблюдает этот закон. А ты сюда приехал. Я лично за себя могу сказать. Я приехал и сказал, мне угроза в России, фашистской России. Пожалуйста, предоставьте мне и моим людям, моим близким безопасность. Мне сказали, хорошо, давай документы, все, можешь идти, подумаем. Без суда, не дошло до суда, меня вызвали, сказали, мы проверили вас реально преследуют, у вас реально проблемы, получите бумагу. Наша страна обещает вам полную безопасность и свободу действий. Пожалуйста, подпишите бумажку. Я взял и подписал бумагу. Все, с этого момента я выполняю все, что установлено законом Германии. И я просто получаю от этого удовольствие. Просто мне приятно соблюдать закон. Научитесь, да? Научитесь ехать на машине и не нарушать. Вы привыкнете к этому, я вам гарантирую, вы не сможете потом нарушить. Я ездил в Москве за рулем, я
все гоняют в Москве, все на две сплошные разворачиваются. Главное, чтобы не было камер и ментов. Все. И закона там уже нет. Где есть камеры, где вас могут оштрафовать, там закон действует. Там не наблюдают, не нарушают. В Москве по городу, да, например, по тому же Кутузовскому, меньше 100 километров ехать это просто несерьезно. Потому что Путин со скоростью 200 там пролетает. Поэтому ты тоже едешь 100 километров. Ну все едут 100 километров. Ну и ты едешь 100 километров. Хотя по городу можно только там 60 ехать. Здесь не так. Здесь ты по городу 50, ты едешь свои 50. Можно на 10 километров больше, до 60. И вначале, когда я приехал, немного было сложновато, по привычке хотелось и газ дать там, и нарушить там, и так далее. Но я потом заставил себя побороть это, и все. И очень легко, очень легко. Когда ты привыкаешь соблюдать закон, даже получаешь от этого удовольствие, ты чувствуешь спокойствие. Этот закон для всех, для полиции, для Меркель, для всех. И ты не лох, если ты стоишь на красный сигнал светофора, как в России, например. Нет машин, и ты стоишь. Ну ты лох в России так. Так, давайте дальше. По закону все понятно, со всем остальным понятно. Переходим к вашим вопросам. У нас очень много еще тем, которые мне надо вам успеть рассказать. Так, давайте посмотрим, что говорит Лона Вольф. ИГИЛ создали офицеры из армии Саддама Хусейна, который обучал совок в своих училищах. Абсолютно с тобой согласен, об этом было много информации. Финансированием этого ИГИЛ, закупая у них нефть, занимался бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Об этом тоже стало известно там журналистам, прессе. И много-много есть связи. И как ты правильно тут говоришь, офицеры из армии Саддама Хусейна, это была партия Баас, своя такая секретная служба у них была, это у них вроде там Единой России и своей секретной службы наподобие КГБ. Все у них было построено наподобие КГБ. И они обучались, получали опыт, дружили с КГБшниками и очень хорошо служили. Правда, когда их президента, главу Саддама Хусейна пленили, казнили, повесили, не было этих героев. И Россия не полетела, и Жириновский, друг Саддама Хусейна, не полетел спасать своего друга. Поэтому все так и есть. ИГИЛ это создание, это детище КГБ, ФСБ. ФСБ, как известно, самая большая террористическая организация всех времен и народов. Так, подождите. Тут вы уже настрочили тут так много, что я точно все это уже не прочитаю. Адам Грузинский, надо Адама прочитать. А то у меня будут неприятности. Аслан Арцуев, созовите конференцию всех чеченцев Европы, и пусть каждый определится тогда, нам будет легче выявить тумсоидов, ахматню и путиноидов. Это все путиноиды, это все работающие на русистов, товарищи. Их можно не подразделять, всех в одну кучу можно. Так, Хамзат Ипаев, салам маршал Дурежли, вітаю братскую Украину и украинцев. Делер, салам маршал, Хамзат, маршал, брат. Так, Алена Павленко, як бы все люди были такими патриотами, як вы, говорит. Спасибо, Алена, да, ну, спасибо. Так. Так. Ассалам алейкум, всем салам маршал, говорит Викторе. Ва алейкум ассалам, Викторе. Викторе В. Победа В, значит. Так, салам маршал. Ну, Аслане Хамзат Ипай, Делер, салам маршал. Гуль. Халид Дуде, хайбол беш от ебосю. Да, адаш ты, Руся была беш. Адаш ты, сижу вот в кресле. Так,
Хамзат Гилаев. Аслан, игнорируй все провокации. Делай, что ты считаешь и должен делать. Время расставит все на свои места. Да, мула Хамзат. Абсолютно будем игнорировать. Будем делать свое дело. Все будет Ичкерия, Хамзат. Алена Павленко. На жаль, в Украине богато пророссийское поганее. Да, к большому сожалению, Алена, вы правы. Абсолютно это так. Много у вас, конечно. И знаете, давайте совет для украинцев. Дам, да, его не просят, конечно, у меня никто, но я его все-таки дам. Знаете, разделение, у вас есть президент, да, многие недовольны. Если честно, я им тоже недоволен. Мне было бы стыдно немножечко за то, что он так себя сейчас в последнее время ведет не очень себя хорошо, да, не так, как надо ведет себя. Но я надеюсь, что он много чего сделает. Но опять же, это ваш президент. Вот, и даже не то, что вы плохо про него говорите, это плохо. Да? Ну, критиковать президента это нормально. Но во время войны, когда его критикуете, под видом патриотов, критикующих вашего президента, появляются люди, которые критикуют его, придумывают на него. Да? Вы критикуете за то, что он конкретно что-то сказал или не сделал, да? Или неправильно сказал, или что вам не понравилось. Вы за что-то конкретное, заслуженно его критикуете. Есть провокаторы, которые вот в этой ситуации начинают на него придумывать разные вещи, ну, просто тонны на него грязи льется. Вот сейчас как приблизительно на Сайдамина Ибрагимова, там, на Закаева и на других. То же самое, у нас такая же беда. И вот я вам советую, не разделяйтесь. Оставьте Зеленского как есть. Не нравится, пожалуйста, замолчите просто. Просто не говорите, дайте ему досидеть свой срок. Говорите конструктивно, аккуратно там, и так далее. Ну не надо вот выливать на него тонны помоев. То же самое происходит, когда уже вы уже разделены. Одни против Зеленского, другие там за Порошенко, третьи там за это. Это нормально, в любом обществе это нормально. Ну, когда они подстраиваются, как будто они за Зеленского, и вот такие ярые ватники в Инстаграме, в Фейсбуке, вы можете посмотреть страницу, они ярые ватники, они за Россию. Ну и тут же они за Зеленского. И тут у другого украинца возникает вопрос. Они за Зеленского и они за Россию. Значит, Зеленский тоже плохой. Его электорат это все, которые за Россию. И вот в этой ситуации, в этой мутной воде русские КГБшники, ФСБшники начинают ловить свою рыбку в этой мутной воде. Пожалуйста, сделайте так, чтобы постараться не поддаваться на эти провокации. Когда у нас то же самое. Вот сейчас есть абсолютно нормальные люди по разную сторону у нас вот, наших оппозиционных блоков. Клянусь вам. Они абсолютно искренни в своих намерениях. В том же Бартмашу я знаю одного человека, который искренен просто. Очень хороший, порядочный человек. Он, и там таких, наверное, полно. Но они, вот старые обиды, старые злости, вот эти моменты, вот на этих чувствах играют. И у нас, и у вас. Пожалуйста, и чеченцы, и украинцы, не разделяйтесь. Пожалуйста, не выносите ссоры из избы. Решайте тихо, мирно между собой. Мы же искренне. Единственный наш враг, и вообще враг человечества, без преувеличения, это Россия, это фашистская Россия. Не будет этой России. Я вам клянусь, не будет никаких террористических актов. Ну, по крайней мере, как говорил Буковский, Владимир Буковский, а он знал, о чем говорит. Это был очень, недавно он умер, очень грамотный, очень умный человек, очень проницательный и искренний человек был. Он очень хорошо разбирался в этой системе. Он говорил, 80-90% террористических актов, если будет иллюстрация КГБ, ФСБ, прекратятся в этом мире. И у нас один враг. И вот после того, как не станет этого врага, когда КГБ, ФСБ будет иллюстрировано, давайте тогда устраивать оппозиции, дебаты, склоки, разборки, все что угодно. Но давайте только после того, как мы вобьем последний гвоздь в гроб вот этой террористической организации ФСБ,
ГРУ России. Я пока вспомнил, хочу вам показать вот эту Буковского. Это буквально 1,5 минуты ролик. Пожалуйста, посмотрите. Я родился и вырос в Советском Союзе, был политическим оппонентом режима, за что подвергался различным репрессиям, провел в общей сложности 12 лет в различных местах заключения, а в 1976 году был обменен на лидера чилийских коммунистов. Вы знаете, он сам меня нашел, приехал с семьей познакомиться и сказал мне, что в училище КГБ мое дело изучали. Это сейчас речь идет о том, что к нему приехал Литвиненко, который был убит путинскими киллерами Луговым и Ковтуном. И поэтому он точно знает, что я так сказать, не двуличный человек. Так что основания считать, что он как бы не двойной агент, были. Со временем я, конечно, приглядывался долго, но я пришел к выводу, что вполне он честен. Он был поражен, когда я ему показал документы, когда-то скопированные мной в архиве ЦК в 1992 году, про то, чем эта организация занималась. Он был шокирован, поверьте, он их читал, эти документы, 2 суток. Позвонил мне где-то в 4 утра. Говорит, слушай, это что ж получается, КГБ всегда была террористической организацией. Он был просто этим шокирован. Несколько месяцев он ни о чем другом говорить не мог. А парень, он был довольно открытый, он не умел притворяться особенно. Так что было понятно, что это действительно для него новость. Полковник, подполковник или полковник ФСБ Александр Литвиненко был шокирован кадрами. Вы слышали, что он говорит? Это самая террористическая организация. Она такой зарождалась над террором, над своим населением. И она продолжает свои славные традиции террора. Они всегда этим занимались. И всегда, пока они существуют, они будут этим заниматься. Всегда. Это террористическая организация, которая не должна существовать на Земле. А в связи с этим хотелось бы продолжить по поводу террористов и спонсоров террористов. Нам Нью-Йорк Таймс сообщил, что американские спецслужбы им сообщили, журналистам из Нью-Йорк Таймс, что русские террористы из ГРУ предлагали деньги талибам или близким к ним каким-то организациям, террористическим каким-то организациям, крупные суммы денег для того, чтобы те убивали американских граждан, американских военных солдат, которые находятся на территории Афганистана. Они за это им платили крупные суммы денег. Конечно же, по этому поводу возмутился Дональд Трамп и сказал, что это все неправда, там, и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим, что говорит Нью-Йорк Таймс, и об этом нам сообщает канал «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Разведка США выяснила, что российские военные предлагали платить талибам за убийство солдат США и НАТО. Информацию американские спецслужбы якобы получили несколько месяцев назад. По их данным, за операцией стоит ГРУ России, а именно подразделение, которое связывают с отравлением Скрипалей в Солсбери. Само ГРУ Штаты не раз обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Нью-Йорк Таймс пишет, что президенту США доложили о расследовании еще в марте, и руководство страны пока не решило, как нужно реагировать, но прорабатывает разные варианты, вплоть до новых санкций против России. Как именно могли проходить переговоры с талибами, как выбирались цели, как передавались деньги, не сообщается. Спецслужбы также не могут рассказать, насколько высокие чиновники в России утверждали эти действия, но посольство России в США уже назвало статью фейком и сообщило, что сотрудникам дипмиссии начали поступать угрозы после выхода текста.
Кремль, в свою очередь, не боится обвинений и готов на них ответить, так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтон и Афганистан уже не раз обвиняли Россию в связях с талибами. Москва называла эти обвинения безосновательными слухами. В России движение «Талибан» признано террористической организацией. Однако в последнее время отношения Кремля с ним заметно улучшились. Представители талибов даже приезжали в Москву на переговоры, в которых участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В самой России Вот сообщается нам такая новость. Это такая плодотворная новость, которая будет иметь большие последствия. Большие последствия будет иметь. Россия обязательно будет признана спонсором терроризма. Но, надо сказать, что, например, Дональд Трамп как бы говорит: ой, я ничего об этом не знал. Возможно, Дональд Трамп мог реально об этом ничего не знать. Ну, или же есть ситуация, что не хотят раскрывать этих данных. Но Нью-Йорк Таймс об этом сообщила, об этом сообщает нам в настоящее время. И мы знаем, давно американцы подготавливают законопроект, когда Россия будет признана спонсором терроризма. Мы на это очень надеемся. Для нас это будет большой подарок. И наконец-то американцы назовут террористов хотя бы спонсорами террористов. Как только что говорил Буковский, это террористическая страна, террористическая организация, которая управляет самой большой страной в мире. И они не просто спонсоры терроризма. Но мы говорим здесь просто то, что мы считаем нужным, мы считаем правильным. А другое дело, когда это надо юридически оформить, и все должно быть стопроцентно, чтобы это никто не мог ни обжаловать, никто не мог подвергнуть сомнению. Для этого нужны стопроцентные железобетонные доказательства. Вот железобетонные доказательства, по всей видимости, уже у американцев появляются. И даже такая большая страна, даже люди, которые имеют влияние во всем мире, придерживаются закона. И мы должны придерживаться закона. И тут, в Европе, за пределами нашей страны, и так в нашей стране, когда мы туда вернемся. А мы обязательно вернемся. Да, Аллах. Так что вот это и была хорошая новость, которую я вам хотел рассказать. Это супер новость, где Россия будет признана спонсором терроризма. Хотя бы так, это неплохо. И мы будем очень на это надеяться, на то, чтобы Россию отключили от SWIFT, от всех банковских операций, которые... Ну и по максимуму, чтобы были нанесены санкции, были максимум, да, нанесены санкции, включены там по максимально санкции. И очень надеемся, что все-таки Global Hawk, самый известный, самый мощный американский дрон, или же турецкий дрон, долетели бы и акт справедливости совершили на этой земле. Я гарантирую, если так американцы сделают, я сделаю все возможное, чтобы в центре Джохара появился памятник американскому дрону Global Hawk. И если мне суждено это не увидеть, я вас прошу, поставьте памятник этому прекрасному беспилотному летательному аппарату. Это будет чудо. Поэтому Путин Вова спрятался у себя в бункере и не вылазит из бункера. Но бункер пробивают ракеты, какой бы мощный он ни был. Достаточно найти нору крысы и там ее в сортире замочить. Так, пойдемте дальше, к вашим вопросам. Марат, салафиты выводят мусульман из ислама, если он согрешил, даже если он раскаялся. Не надо уподобляться им и оправдываться, они невежды. Ну, я не хочу вот это сейчас обсуждать, салафиты, суфисты там, и так далее, не буду я это обсуждать. Я говорю, что идет пропаганда и провокации. Это нечестные люди. Настоящие искренние люди так себя не ведут. Это то, что мы сейчас видим, это делается спецслужбами.
Там есть искренние люди, заблудшие люди, обманутые люди. И их много. Их много. И я хотел бы не обвинять всех. И не буду так никогда делать под одну гребенку. Я хотел бы, чтобы как можно больше людей осознали, что они делают. Что мы не должны идти на поводу у этих гибнюков. Так, опять что ли война против неверных, говорит Маждада. Так, я уже, наверное, перемотаю, потому что уже очень много вот наговорили. И я боюсь, что мы будем путаться уже, о чем говорил сейчас. Вопросы вы сейчас уже пишете. Поэтому извиняюсь. Так, Рамазан Магомедов. В Сирии опять налет по их там нетам. Да, отлично, я не слышал. Лон Вольф, ФСБшные псы несут в себе генетический код большевистских чекистов, которые с высоким восхищением гнобили свой собственный народ, начиная с революции 17 года. Так, Хамзат Ипаев. Мочите Россию в сортире. Ну, это главаря мочить в сортире. Как найти? Курбанов явно ФСБ направила на турецкую информвойну. Руслана Курбанова, говорит. Руслана Курбанова, конечно, это абсолютно стопроцентный кадр спецслужб. И очень странно мне было видеть, что Барт Маршо и представители ассоциации кого-то там в Европе, они общались с ним так: спасибо, что вы позвонили, спасибо, что вы интересуетесь. Вы меня извините, но это КГБшник, он интересуется вами по долгу службы. Если вы этого не понимаете, то это я не знаю просто, как это, какие ворота, не знаю. Это стопроцентный, он не будет с вами ни с кем общаться, потому что его выкинут из своего этого института, там, или где он там сейчас преподает или работает, кем он сейчас там является. Не дадут с вами, мы для них террористы, фашисты. Понимаете? Так. Территория Март. Одно его участие в программе Соловьева все сказано. Да, это тоже. Конечно, это понятно, всем все понятно. Я не знаю почему. Если нам, чеченцам, кто-нибудь там скажет, тот же там какой-нибудь там Шевченко скажет, какие вы... А знаете, почему Шевченко сейчас отлетел? Потому что не про каналы у Шевченко. Кавказское общество, хотя у него много друзей, он обзавелся, ну, из агентуры, который там сам Шевченко является, ведь, да, таким карманным, не знаю, насколько он действующий или сексот, но он является абсолютным проводником путинской идеи, хотя он иногда критикует там и путинскую власть, хотя поддерживает Кадырова там и так далее, мусульман там он якобы защищает, такой весь православный заступник мусульман там и так далее. Вот сейчас Курбановы разные появляются. Нужно, чтобы кавказцу не так казалось, ну, чтобы русского все-таки мы отторгаем, да, не доверяем ему. А вот сейчас будет Курбанов сейчас заведовать вот этой конторой. У него, наверное, это получится. Ему спасибо говорят, спасибо, что вы интересуетесь нашей темой там. Да, вы, чеченцы, молодцы, вы подняли ваше имя там на такой уровень, там Курбанов такой. Да. А потом еще интересно было наблюдать, как Курбанов говорит, так там, а как так, как вам удается эту молодежь сдерживать, вы же там такие воины там. Хорошо, с этого Барт Маршу, Аслан такой есть парень, но он не понял, что его склоняют, потому что во время разговора это не так еще бывает, понятно? Но, наверное, может и понял, не знаю. Но хорошо, технично ему ответил, слава богу. Мне ответ Аслана абсолютно это понравился. Его Мухаммад зовут этого Аслана. Очень хорошо он ответил. Что не скажешь о вот этом втором парне, ингуш, по-моему, по национальности.
Албаков, по-моему, у него фамилия. Он вообще, по-моему, ничего не понял, с кем он имеет дело. Хотя, может быть, и Аслан не понял, но Аслан ответил очень хорошо на эти вопросы, что мы не против насилия там, и так далее. Не пошел он на эту лесть, на поводу этой лести и сказал, да, мы тут сдерживаем вооруженные банды, там, группы. Не сказал. Ну, он правильно все сказал. Это мне понравилось. Но вообще выходить на связь с такими людьми, я думаю, не стоит. Особенно вот в этой ситуации. Да, можно общаться, можно там высказывать свои мнения и так далее. Но когда в этой ситуации пытаются на этом пиариться, пытаются влезть в эту историю, влезть в эту ситуацию и как-то влиять на эту ситуацию, тогда этих людей надо гнать метлой, не подпускать их близко. Они видели, как все одновременно с цепи сорвались, начали все говорить, как тот в Чечне, во Франции, там, россияне они говорили. Потом, когда пошло на спад, появился новый ролик, наши чеченцы, русские чеченцы. Уже вот так они начали говорить. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, пожалуйста. Знаете, это очень плохо, что мы иногда поддаемся на разные провокации. Так, Адам Грузинский. Так, Call of Duty, как я хвалюсь, тиш мэтсун свой. Call of Duty. Call of Duty хорошая игра, будешь ждать. Так, знание Барт Машо, говорит Виктория В. Все, нет ответа, говорит Адам Грузинский. Адам Грузинский, давай ты без этого. Ты не один здесь. Ты на сколько здесь? Я сколько пропускаю, всем не отвечаю. Так, Тор, Аслан, ты постоянно напоминаешь, что ФСБ это зло. Но кто курирует этим ФСБ? Есть ли внутри ФСБ какой-то deep state или глубокая власть, которая готовит будущую российская власть? Основные лица, которые есть, мы их видим в принципе. Ну, некоторых мы не часто видим, некоторых мы вообще не видим. Но это Патрушев, Бортников, Иванов, это Путин. Да, это вот эта группа лиц. Это Шойгу, еще там, может, какие лица, которых мы не знаем, которые назначаются на более такие, на чуть ниже должности. Это вот эти лица в первую очередь. И вот это и является тем самым Deep State. На мой взгляд, я могу ошибаться. Здесь только мое мнение. Так, да, территория Марс. Да, самое главное, чтобы на этого агента не возлагать надежды, а то выльется, что еще одну на еще одну подлянку, в еще одну подлянку. Да. Лара Ларина. Или продажные шавки, много из-за них тормоз. Да. Лучшие санкции это эмбарго полное. Да, как найти? Совершенно с тобой согласен, да. Эмбарго на покупку нефти, вообще всего, что может, ну, кроме нефти ничего нет, нефть, газ и все. Хамзат Ипаев. Россия должна понести ответственность за преступления против человечности. Абсолютно с тобой согласен, Хамзат. Талгат Серсикеев. Россия была приговорена к развалу гарвардским проектом «Дело времени». Вау. Я думал, гибнюки сами ее развалили. Так, давайте я перемотаю и дальше посмотрим. Так. Так, выписит культа. Шамиль Албаков с чистым сердцем помог, мне кажется. Может быть, помог. Я вообще к Албакову, у меня никаких претензий нет. Абсолютно. Мне не понравилось, что они вообще с ним на связь с этим вышли. И Албаков, когда с ним разговаривал, он как-то не обращал внимания вот на эти моменты. Но сама лесть и все эти моменты, они были направлены на Аслана уже вот этого, Мухаммада. Аслан Мухаммад. На него были направлены. Вот эта лесть, такие как бы его там пытался он. Но Аслан очень грамотно там чуть повернул этот разговор. И того не вышло, чтобы сказать, что вот чеченцы такие мощные сейчас, они сейчас порвут всех и вся. Он сказал, нет, мы абсолютно хотим в рамках закона там, и так далее. Неплохо сказал. Просто я напоминаю
о Курбанове. Кто такой Курбанов, чтобы все знали, чтобы не было иллюзий. Так, пойдемте дальше. Популист этот Шевченко говорит. И правящего режима. Его не поймешь, то он православный, то коммунист. Гнилая персона. Так, Вильпасенкульт. А ты знал, что в Call of Duty тоже чеченцы есть? Да, знаю. Вильпасенкульт. Нет, это другая игра была. Ну, может другая. По-моему, там есть чеченцы. Вон, Вилпис, я тоже там. Адам Грузинский там точно есть. Влад Тебич ответил. ФСБ такая организация, которая может посеять вражду даже между родными братьями. Его это удивило, но он остался при своем мнении. С тех пор прошло много времени и очень много раздора. Вилпис говорит, Адам Ховоч Мехтик Бац. Адам Грузинский, поищи Вилпис. Так, пойдемте дальше. Так, давайте я опять перемотаю. Владимир Рабинович, Израиль разбомбил супер-пупер базу с танками Т-90. Когда, Владимир? Я как раз недавно общался наверное, это тайна, да? Ну ладно, выдам тайну. Вы знаете, что Т-90 уничтожить легче, чем Т-72. Вот я вам открою тайну. От практика получил я эту информацию, у которого много таких моментов. Так. Анзор Рено, самодовольные, высокомерные американцы, говорят. Так. Все пройдет, это тоже. Делир Саламашал, да, Ингушетер. Аллах, алейс хулем, брат, ты настоящий брат. Делир Саламашал, Масарнахуль, Ингушетия, приветствую. Машиолин, Аллах мох. Делир Масарнахуль. Так. Так, как найти? Албаков не обращал внимания. Ну, согласись, и Албаков, наверное, понимал, к чему клонит Курбанов. Ну и вообще, Албаков не сказал ничего лишнего. Нет, Албаков тоже ничего не сказал. Но мне понравился ответ Аслана. Я об этом говорил. Мне не понравилось, что они вообще с этим Курбановым говорят. Это вообще не нужно вообще. Это мое мнение. Не нужно говорить с гибнюками. Даже если он красиво говорит про нас. И я видел, ну посмотрите просто, и Аслану я говорю, и Албакову говорю, посмотри, пересмотрите, как он ведет с вами разговор, посмотрите. Прям загоняет он, с лестью, с комплиментами, загоняет вас под ему нужный ответ. Слава Богу, не поддался Аслан. Так, пойдемте дальше. Анзор Рино, хитрый еврей, говорит. Ну, Анзор, я тебе скажу, что чеченцы не менее хитрые, чем евреи. Я тебе со всей уверенностью могу сказать, что мы можем дать фору любому по хитрости, когда нам это нужно. Ну, не все, конечно, да, и евреев не все, наверное. Так, Вилпесенкульта, надо было удалить эти комменты, Эданга. Так, свобода или смерть? Аслан, ты забыл бы еще... Была еще одна тварь, про него надо постоянно говорить. Это Шахрай, виновник русско-чеченской войны. Делрей Скуль, свобода или смерть, напоминает. Да, совершенно верно, есть мерзавец, зачинщик войны, Шахрай, о котором говорил Дудаев. Да, этот мерзавец пока жив-здоров, по-моему. Ну, надо будет спросить. Ла Либерти, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Ла Либерти. Так, пойдемте дальше. Так, давайте я вам покажу другое. Как мы знаем, в прошлом году, 23 августа, был убит в центре Берлина Зелимхан Хангашвили. Зелимхан Хангашвили жил здесь на законных основаниях, получил здесь статус беженца. У него были проблемы в связи с тем, что он там был связан, его обвинили, что связан там с разным исламским подпольем и так далее. Но потом обвинения были сняты, и у него с немецкими специальными службами складывались неплохие отношения, как я понимаю. Но он был убит подло, по-русски, в спину, из-под тишка.
был наемным убийцем Вадимом Красиковым застрелен. Ему выстрелили в спину, потом подошли еще раз, выстрелили, и киллер попытался скрыться. Он сейчас задержан и находится в тюрьме Германии, наверное, в Берлине. Так вот, Германия признала это преступление политически мотивированным. То есть это является террористическим актом, за которым обязательно должны последовать действия. Обязательно Германия должна предпринять действия. Первые действия были предприняты. 2 сотрудника российского посольства, как мы и просили, были высланы, признаны персонами нон-грата. Также мы просили в своем обращении к немецким властям, чтобы был выслан Сергей Нечаев, главный преступник, который восседает здесь в самом большом посольстве в Европе, в российском посольстве в Германии, в Берлине, в столице Германии, в Берлине. Сергей Нечаев. Сергей Нечаев пока находится тут и в ус не дует. Да? Но всему свое время Сергея Нечаева мы помним, знаем. И, конечно же, если у нас будет возможность и доказательства, мы его привлечем к ответственности за убийство нашего брата, за соучастие. Потому что мы считаем, что без участия, да, информирования Сергея Нечаева убийство Зелимхана не произошло бы. Поэтому я считаю, что этот главный террорист в Германии должен быть тоже признан персоной нон-грата. И если он причастен и это докажется, возможно это доказать, конечно, тогда привлекать его к уголовной ответственности. Давайте посмотрим, что говорит настоящее время. Сообщает нам. Меня зовут Фарида Курбангалиева. Здравствуйте. Прокуратура Германии предъявила россиянину обвинение в убийстве Зелимхана Хангашвили. В документе отмечается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских властей. Посла России вызвали в немецкий МИД. Глава ведомства заявил, что страна оставляет за собой право принимать дальнейшие меры. Напомню, Хангашвили застрелили летом прошлого года в Берлине. В тот же день был задержан гражданин России с документами на имя Вадима Соколова. СМИ утверждали, что его настоящее имя Вадим Красиков, и публиковали расследование о его возможных связях с российскими спецслужбами. При этом убитый Хангашвили был объявлен в России в розыск по обвинению в терроризме. Владимир Путин называл его организатором взрывов в московском метро. Причастность российских властей к убийству Путин отвергал. В декабре Германия отправила в Москву 2 запроса о сотрудничестве в расследовании, но по данным Минюста ФРГ ответа на них до сих пор не получила. Власти Германии в связи с убийством выслали из страны 2 российских дипломатов, а Москва в ответ объявила персонами нон-грата 2 сотрудников немецкого посольства в Москве. Новые обвинения российские власти пока не комментировали. Участника президентской кампании в Ну вот, я хочу напомнить, что Зелимхан Хангашвили был подло убит, и мы должны всячески прилагать к этому усилия. Я хочу еще напомнить, это очень важно знать. За день, когда мы должны были провести митинг перед прокуратурой, Генеральной прокуратурой в Берлине, против нас была подготовлена провокация со шведским, брат сказочного вот этого блогера, и этот шведский сказочник, они вместе устроили провокацию. Да, в какой-то степени мы чуть не поддались на провокацию, чуть было не получилось так, что произошло какое-то столкновение, там еще что-то. Ну, слава богу, это благодаря нашей выдержке и тем ребятам, которые пришли, которые на истерику, устроенную вот этим блогером, собраны, что избивают его брата, там, ну, много чего там было, вы, наверное, кто следил за этим, вы, наверное, это все помните, тогда это было. В начале, как бы, ну, быстрое такое развитие вот этой ситуации было, да, когда они нагнетали обстановку и так далее. И за день до этого очень сильно готовились. Также я хочу напомнить, что именно этот сказочный блогер
по всей Европе также, и Барт Маршалл поддержал его это, вышли к российскому посольству, не к российскому, а к немецкому посольству. К немецкому. Не должны выходить люди к немецкому посольству. Германия задержала преступника. Нужно было идти к русскому посольству. И здесь, в Германии, этот сказочный блогер вывел около 50, слава богу, их было очень мало, 50-60 человек к администрации Меркель. Это все происходило на фоне убийства нашего брата, настоящего мусульманина. Не мнимого, который бороду оставил, а который всей своей жизнью доказал, что он борется за права мусульман, за права чеченцев, за права грузин в Грузии. Он был гражданином Грузии и защищал свою страну, Грузию. Это все было, и мы все это должны помнить. И они вывели людей к Меркель, бородатые чеченцы, вышли к Меркель. Мне было стыдно, что выводят вот эти люди, идут к Меркель. Меркель это вообще законодательная власть. Меркель, она глава партии, да, канцлер Германии. Она не имеет никакого отношения. Вышли бы к прокуратуре Германии, там, я не знаю, к МВД Германии, я это бы понял бы. Но надо было оказать давление на Меркель. И за 2 дня до убийства Зелимхана Хангашвили, за 2 дня до убийства, Ангела Меркель отказала Путину, Трампу в просьбе вернуть Путина в G8, в который так сильно хочет Трамп вернуть этого Путина, и так сильно Путин желает вернуться в этот G8, но никогда он туда больше не вернется. Все, Володя, твой вопрос G8 можешь не поднимать лишний раз. Ты закрыт, и в последний раз в этом году тоже тебя не пригласили. Единственное, что тебе сказал премьер-министр Канады Трюдо, что ты можешь туда прийти. Разливать чай. Так вот, когда случилась вот эта ситуация, Меркель отказала 21 августа, а 23 августа Красиков, Вадим Красиков, который убийца, который будет скоро следствие, суд, и мы обязательно будем освещать этот суд. Я лично буду это освещать, обязательно попаду на этот суд и буду этим вопросом заниматься. Вадим Красиков находился и ждал какого-то сигнала. И как только сигнал поступил, ему сказали: действуй. Самый удобный день был на пятницу, когда он шел в мечеть. Да, это очень удобно убивать, когда человек идет в мечеть. Очень удобно. Потому что пятница стабильно, мусульмане идут в мечеть, и там можно их подкараулить. И 21-го Ангела Меркель сказала, что мы не желаем видеть Путина в G8, да, в G7, который стало бы G8. И сразу был убит Зелимхан Хангашвили. Через 2 дня. Я это связываю именно с тем, что надо было наказать именно Меркель за то, что она отказала, ее испугать. Меркель боится собак. Он пытался ее испугать. Почему я так считаю? Он пытался ранее, страх это любимое дело, вот это любимый инструмент КГБ, ФСБ, НКВД, ЧК и так далее. Он ее собакой пытался испугать. Ангелу Меркель своим вот этим псом пытался. И как раз тогда немецкая газета написала: Ангела Меркель боится собак. Это правда, это все знают. Ну, есть люди, которые побаивают собак. Но Ангела Меркель не боится собаку Путина. Боится собак, но не боится собаку Путина. Путина, то есть собаку не боится Ангела Меркель. Сказали, ответили немецкие журналисты. И это очень приятная новость, что Ангела Меркель не боится. И когда он раньше ее пытался запугать, потом убили в центре Хангашвили, в центре Берлина, и за то, что она отказала. И почему я так считаю? Потому что сразу же был вот этот вброс вот этого шведского агента ГРУ, которого сюда прислали, и который мутит здесь людей, баламутит здесь людей, сидит тут, нагло врет. Этот человек всех позвал к администрации Ангелы Меркель. Где логика? Где логика? Как можно идти к администрации Меркель? Я это не понимаю. Какое отношение имеет вообще Меркель? Полиция, прокуратура, российское посольство. Вот кто имеет отношение к смерти, расследованию там, и все остальное. А нужно было Меркель запугать чеченцами под окнами. Нужно было запугать.
И в этом митинге принимали участие мои хорошие знакомые, которые мои товарищи, мои близкие люди в этом митинге приняли участие. Я тогда был на марше. Я не знал, что тогда делать. Я был на марше, наши товарищи сделали перед российским бандпритоном под названием Посольство Российской Федерации. Мы там провели митинг. После убийства Имрана Алиева, Мансура Старого, мы тоже провели в Берлине перед этим бандпритоном, потому что убивают это. Ну, немногие вышли, да, к российскому посольству, но тогда даже мои хорошие знакомые оказались, все как-то хотят помочь, да, как-то кто-то хочет сделать, как убили Хангашвили. Все любили Хангашвили, уважали Хангашвили. Это был очень порядочный, хороший парень. Потом я узнал, что у меня много товарищей, несколько моих друзей, близких мне людей общались с Хангашвили. Я только после его смерти узнал про Хангашвили, просто что мои товарищи с ним, друзья мои с ним общаются. И они пошли туда, хотят какой-то вклад делать. И они были искренни в своих побуждениях. Но тот, кто их выводил, да, и Бартмаршо начала проводить еще разным перед российским посольством, где-то во Франции, еще куда-то призывать. Где логика? Почему не перед российским посольством? Пошли проводить перед немецким посольством. Где логика? Вот возникают вопросы, господа, вы за кого? Вы что делаете? Речь идет о руководителях. Сейчас, одну секунду. Извиняюсь. Алло? Есть. Так что вот такие вот дела. И я считаю, что именно это было давление на Ангелу Меркель. Я на этом настаиваю. Он всячески пытался запугать Ангелу Меркель. Убийством чеченца. Да, расплачиваются нашей кровью, пугая канцлера Германии. К большому сожалению, мы платим своими жизнями. Для того, чтобы этот мерзавец, подонок, мог оказывать давление на это. Так, господа, у нас время заканчивается. Время заканчивается, у нас осталось 2 минуты, и 1 минуту я посвящаю своему уже любимому журналисту, грузинскому журналисту Георгий Габуния. Давайте посмотрим, что говорит этот прекрасный молодой человек. Георгий, передаю тебе большой привет. Гамар Джоба, Генацуаля. И послушайте, после того, как он очень грубо, честно скажу, высказался в адрес этого недоцарька, бункерской крысы, моли и так далее, сортирного мочильщика, который сам будет в сортире замочен, иншаллах. Вот этот уважаемый человек, когда его высказался в его адрес, его заказали. Это любимое дело у КГБшников, у этих ГРУшников и так далее, убивать людей. Стоит что-то сказать, стоит там YouTube канал завести, начать ругать, все, вас заказывают. Стоит вам журналисту высказать, все, вас будут убивать. Так что, Георгий Габуния, приветствую вас в наших рядах. И киллеры были задержаны. К большому сожалению, мы пока не знаем фамилии этих киллеров. Ну, наверное, следствие Грузии знает. Так вот, после того, как его приговорили, его пытались убить, Габуния сделал новое видео. Внимание! Извиняюсь за чуть-чуть, здесь мата нет, но нехорошие высказывания от Георгия в адрес бункерной моли есть. Внимание! Володя, дорогой ты мой, Вовочка, я вот тут подумал, и я не стану, знаешь, осквернять твою могилу. Ну, я, правда, обещал, но я не буду этого делать. Ты грузинского
даже говна недостоин. მე ვარ გიორგი გაბუნია. ეს არის პოსტფაქტუმი თქვენ ხართ საქართველო. თქვენ ხართ თავარი. Володя, ты слышал? А? Слышал, Володя, слышал. Передайте от меня большой привет Георгию Габуне. Так что вот такие вот дела. Так, отвечаем на парочку просто ваших, кстати, комментариев и все. И я заканчиваю наш стрим, потому что уже время. Так, да, Георгий Габуни жестко троллит Путина, да, молодец. Ой-ой-ой, я представляю себе, как этим немецким послом должно быть жалко, что Нищенская из России выслали. Так, территория Марс, так, Чинхо, так, у него даже достанем геля для его, так, это не мне. Территория Марс, Габуни и телеканал Рустами-2 полностью зашли в вираж по борьбе с всемирным терроризмом Российской Федерации. Другого выбора нет, надо мочить по всем фронтам. Показалось, что он вышел в эфир, говорит, нет, со мной пока не вышел, но обязательно я его найду в Фейсбуке и постараюсь с ним пообщаться на эту тему. Так, все правильно, так, ой-ой-ой, так, это не то. Алена Павленко, Асан, як ви думаєте, за що русские преследуют чеченский народ? Як же це було ще до Путлера? Они преследуют нас, да, вот на этом вопросе, Алена, мы можем закончить наш стрим. Они преследуют за то, что у нас есть желание жить свободными, за то, что мы не признаем их рабскую культуру и рабскую сущность, и мы не становимся рабами, как они. Да, на них нет кандалов, да, у них даже у некоторых в Москве есть Мерседесы и Ауди, но они остаются рабами, а мы не рабы, даже если у нас нету ни Мерседесов и ничего. У нас есть наше доброе имя и наша честь, которую никогда мы не продадим и никогда мы не станем такими же, как они. Всего самого хорошего. Все будет, Ичкерия. Спокойной ночи. Ассалам алейкум.